Яркие акварельные сюжеты футуристического характера, компьютерные модели, демонстрирующие смелые архитектурные решения, сдержанные графические зарисовки. Представления ребят о методах хранения и способах обработки архивных документов, воплотившиеся во впечатляющем многообразии конкурсных работ, были представлены в выставочном зале детской художественной школы. Творческий конкурс «Архив глазами детей» организовали по инициативе работников архивного отдела городской администрации и при спонсорской поддержке компании «Сагаз Медстрахование». Предварительно, дабы подпитать детскую фантазию, для участников конкурса была организована ознакомительная лекция, посвященная работе Сибайского архива. Результат, как отмечают организаторы конкурса, превзошел все ожидания. Что интересно, ребята не только нарисовали сегодняшний архив, радует нас, что ребята смотрят далеко в будущее. Очень много рисунков, скажем, фантастических проектов. Это касается здания архива в городе, как дети представляют. Есть всевозможные роботы, то есть архив будущего. Поэтому я думаю, что будущее архива есть. Дети заинтересованы, я думаю, что и родители очень активно участвовали. Всего на выставке представлено немногим более 100 работ. Старания каждого конкурсанта были вознаграждены спонсорскими подарками. Успехи 3 участников, заслуживших наивысшую оценку судейской комиссии, были отмечены в отдельном порядке в рамках церемонии открытия выставки. Вообще, как отмечают организаторы, основная идея конкурса – привлечь внимание общественности к важной функции, которую выполняют работники архива. Архивы сегодня очень востребованы. В часы приема у нас очень много народу. То есть в год мы выдаем более 5000 справок архивных. Поэтому архив города он не просто лежит, пылится, активно работает и помогает людям. Напомним, что начало деятельности Государственной архивной службы в России положили реформы Петра I. Сведения, содержащиеся в архивах, по сей день необходимы для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России и ее внешнеполитической деятельности. Они служат залогом эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.